Как выбрать для ребенка сладости под елку, Роспотребнадзор напоминает. К примеру, карамель не рекомендована для детского питания. Лучше выбрать зефир или пастилу. Также ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами. Их использование в питании детей тоже не рекомендуется. Да только покупают подарки, как правило, без разбора. В преддверии праздника сладкими подарками заставлен, можно сказать, каждый торговый уголок. Родители и особенно дети в первую очередь смотрят на красивую блестящую упаковку. Однако состав новогоднего набора тоже немаловажен. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют срок годности продукции, а также наличие упаковок на игрушках. Дядя, упаковка лесу. Пакетик должен быть. Нет, пакетик какой-нибудь, чтобы соприкосновения не было. Вы прекрасно знаете, где мы берем упаковку. Там все мусор выбрасываем. А мы сейчас гуляем. Вот эти упаковки надо сохранить. Да. Сохранить лилии. Нельзя продавать. В предпраздничные дни сотрудники Роспотребнадзора особенно внимательны. Проверки торговых точек с новогодними подарками, как правило, проводят ежедневно. Случаев отравления сладостями немало. И лучше заранее проверить продавцов на наличие просрочки и сопроводительных документов. Предприниматели такой проверки не особо рады и просят не открывать подарки, если можно сразу открыть коробки, откуда они брали продукцию. Сотрудники открывают подарок за подарком и присматриваются к каждому товару. Продавцы уверяют, что некачественных или просроченных просто не может быть, ведь они лично упаковывали каждый набор. У нас тут кружка. В пакете, как и должно быть, упаковки своей фирменной. Сертификат должен быть. Дядя, иди сертификаты на эти игрушки. Кяхтажды. И такие отговорки комиссия слышит в каждом магазине. Как правило, нарушения одни и те же. Обойдя большинство точек, вердикт специалистов сегодня не в пользу предпринимателей. По данным выявленным нарушениям будут проводиться административные мероприятия и привлекаться к административной ответственности. По итогу рейда были выявлены нарушения, что у реализаторов отсутствуют сертификаты соответствия, декларации. В некоторых моментах выявлены просроченные продукция. Также реализаторы реализуют подарки, а именно игрушки без упаковки, а то, что является нарушением. Куда лучше обстоят дела с продажей пиротехники. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что продавцов такой продукции без сертификата в этом году поубавилось. Связано это со штрафными санкциями. Покупать пиротехнику лучше в специализированных магазинах, которые торгуют ей круглый год. Но в Назране таких можно пересчитать по пальцам одной руки. К примеру, в этом магазине по улице Чеченской все требования соблюдаются. Инструкция на товарах на русском языке, необходимая документация есть. Данные пиротехнические изделия, они делятся на 5 классов опасности. Для того, чтобы реализовывать вот эти первые 3 класса опасности, наличие лицензии не нужно. В случае, если продавец, либо индивидуальный предприниматель, юридическое лицо хочет реализовывать остальные 2 класса опасности, ему необходимо наличие лицензии. Сегодня мы по тем товарам, которые мы сегодня проинспектировали, мы можем сказать, что мы ежегодно проверяем данный магазин. Мы видим, что на каждый товар имеется вся необходимая информация о данном товаре. В Роспотребнадзоре напоминают, нужно быть особенно внимательными, чтобы подойти к Новому году не только с хорошим настроением, но и здоровьем. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24.